Артем Прозіш – самый маленький удзельнік конкурсу. Ён вучань 8 класа. Юнага наватара натхняюць ідэі Нікола Тэслы, нават увасобіў у жыццё прыбор гэтага вядомага сербскага навукоўцы. Первое применение – это, например, дайверы. Они спускаются под воду. Так как мой механизм катушки Теслы водонепроницаемый, дайверы будут спускаться под воду, и у них лампы ртутные будут освещать больше, чем обычные фонарики. Сама катушка Теслы является мини-генератором, который можно использовать также еще в походы в шахты, так как обычные лампы выделяют слишком сильную кинетическую энергию и нагревают воздух. Денис Кульбеда у сваёй распрацоўцы задзейнічаў штучны інтэлект. Інтэрактыўнае табло убудоўваецца ў люстэрка. Пры дапамозе камеры компьютер будзе пазнаваць карыстальніка і рыхтаваць для яго патрэбную информацию. Так как изначально проект разрабатывался для кафедры университета, он должен был выводить информацию для преподавателей кафедры. То есть расписание, какие-то заметки и что-то в этом роде. Сейчас ведется разработка, предлагать компаниям по производству мебели встраивать его как система умного дома для пользователей, просто чтобы была какая-то постоянная информация, которая ему нужна. А вось гэты проект ужо знайшоў адрасата. Сваё увасабленне ён знойдзе ў юбілейны для Брэста год, абяцае кіраўніцтва горада. Иван Вараколин прапануе альтернативные молодежные экскурсии. Местные жители будут проводить определенные своеобразные собственные экскурсии по городу Бресту, которые они же придумали, они же как бы будут полностью их вот рассказывать его с индивидуальным маршрутом, с индивидуальным содержанием и даже с индивидуальным типом повествования. За час існавання конкурсу «Стоиды» для Беларуси шмат молодежных инициатив паспяхова реализованы. До прикладу, молодежный патриотичный центр у Брестской крепости – одна из них. Ребята – это учащиеся, студенчески работающая молодежь, которые презентуют здесь свои идеи и получают, я думаю, что бесценный опыт, потому что они учатся защищать свои проекты. Хочется приоткрыть тайну. Сейчас мы прорабатываем вопрос, чтобы вот победитель прошлого года поехал в город Москву на презентацию тоже проектов подобного рода инновационного характера. Основная цель данного мероприятия – это, конечно, прежде всего активизация именно инновационного мышления нашей молодежи, чтобы каждый из этих данных проектов нашел свое применение в социально-экономическом развитии и инновационных программах Республики Беларусь. Поэтому, я думаю, у нас все получится. Пераможцы зональных этапов, а их будет 3, у снежня отправятся змагаться за первое место на областный этап. Республиканский финал конкурсу «100 идей для Беларуси» пройдет у студзені. Евгения Мороз, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».